Встречи с нашими соотечественниками, живущими вдалеке от родины, каждый раз оставляют глубокий след в моем сердце. В такие моменты я испытываю одновременно и чувство гордости, и безграничную горечь за то, что волны истории забросили их далеко от родной земли. В Кыргызстане я испытала такие же чувства. Депортация была одной из форм сталинских репрессий. Они носили внесудебный и принудительный характер. Людей массово перемещали в географически отдаленную среду обитания. Среди народов, кого постигла эта участь, оказались немцы, чеченцы, карачаевцы и другие. Однако долгие годы от нас скрывали, что такая же судьба постигла в те годы и огромное количество дагестанцев. Ознакомившись с постановлением Совета народных комиссаров СССР, принятым 21 мая 1936 года, о переселении кулацких хозяйств из Дагестана и Чечено-Ингушской области, на основании которого несколько тысяч человек были высланы в Среднюю Азию, я была потрясена до глубины души. Когда мне пришлось узнать о депортации в эту страну лезгин, аварцев, даргинцев, агульцев и представителей других дагестанских народов, о том, как все это происходило, от осознания масштабов жестокости я еще долго не могла прийти в себя. Да, в те далекие годы под лозунгом раскулачивания целые семьи, села подверглись насильственному переселению, депортировали всех, кто якобы подрывал основы советского строя, переселяли всех, от малых детей до стариков. Так, в 1936 году, загрузив товарный поезд в Дербенте, людей отправили в неизвестность. Спустя 15 суток они оказались в безлюдных степях, где обитали только змеи, черепахи и ящерицы. Холод, голод, страх, плач детей, стоны больных и стариков. Начинается настоящая борьба за выживание. Чтобы спастись, люди голыми руками роют землянки. Гордые жители страны гор и не догадываются, что их привезли на верную гибель. Статус спецпереселенца был снят с наших соотечественников в 1946 году. Лишь в 1956 году вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о снятии ограничений с народов, высланных в 1936 году. С того времени началась новая жизнь дагестанцев Кыргызстана. Они стали уверенно интегрироваться в жизнь республики. Сейчас среди ученых, юристов, врачей, архитекторов, технологов, агрономов, предпринимателей страны много известных дагестанцев. Старое поколение еще хранит в своей памяти горькие воспоминания своих отцов и матерей о том, как в спецпоселках изо всех сил пытались выжить спецпереселенцы, как они работали под конвоем, спахивали, осваивали земли, оживляли степи, строили дороги, сажали деревья вдоль сельских дорог, как теряли своих близких, как люди умирали от холода, туберкулеза, истощения. Боль, которую пришлось им пережить в те страшные годы, лишь затихла со временем, притупилась, но не была забыта. Нас высылали в 1936 году. Ночью. Холодно. Тут голая земля была. Ничего не было. Там стояли бараки. Змеи полно. Зимой, в октябре. Мы были тогда маленькие. Долина Чуйской области, куда в суровые 30-е годы были депортированы наши соотечественники, сегодня считается одним из красивейших уголков Кыргызстана. Здесь простираются самые плодородные земли республики. Дагестанцы буквально превратили его в зеленый рай. В одном только Сокулукском районе компактно проживают более 15 тысяч дагестанцев. Они гордятся тем, что в каждой пяде этой земли есть их труд, пот и кровь. Их руками были созданы поселки Джанаджер, Джанапахта, Нижний Чуск, 9-й хутор, 20-й хутор,
поселок Карла Маркса. Суровые условия депортации, общая боль сблизили этих людей. Дружеские, даже скорее братские отношения они берегут как зеницу ока. Видимо, именно за такую сплоченность всех их в Кыргызстане и считают представителями одной нации – дагестанцами. В селе Комсомольское проживает единственный живой свидетель депортации дагестанцев в Кыргызстан – 93-летний Рамазан Исаев. Когда их семья была выслана из села Хуредшхивского района, ему было 6 лет. Рамазан Халу с горечью вспоминает те далекие годы, которые нанесли ему неизлечимые душевные раны. Охотно Васильевский удар хрези, барактиз. В то время у отца даже раскулачивали. 800 голов баран было, 4 лошадей было, 6 буйволов было. Все это конфисковали. Мы остались голыми. Но мой самый старший брат Иса, его забрали в трудармию. Несмотря на бедность, я ходил в вечернюю школу, 5 километров пешком, днем работал. Мне было 11 лет. Я бросил школу, пошел на работу. Зачем? Кто работает, тому давали 500 грамм хлеба. Кто не работает, 250. Шаламы с кожи делали, даже тряпок не было, хачары. Туда толкали, и я одевал. Пока на работу дойду, они как коньки у меня, холодно же. И мать с кукурузной муки делала лепешку. Пока на работу дойду, я его съем. Голодный же. Вставали в 3 часа ночи, занимали очередь, чтобы хватило черный хлеб. Горькие воспоминания живут в памяти каждого взрослого дагестанца этой республики. Как объяснил нам житель города Манас Халид Халидов, который до выхода на пенсию работал на солидных должностях в правительстве республики, отпустить прошлое, забыть пережитое очень трудно. Эту нестерпимую боль он унаследовал от своих предков из села Керикурахского района, которые прошли через такую историческую несправедливость. Октябрь вацра кани водла иниз агакна. Гзав зулумар хана авяды дечи халдис. Ава червон гахчуна герехану сохозу дадгила. Шаракун терет авяды. А бурхана кватна санал хар патака хар хря. Табасрнар шибур агулар. Вагунра цукан дербенда белижда. Ялла ахпа Ростов даяна. Савар вацрала гзафника нарете. Сава гонда итимар дишелияр. А учида чараханач, я ядхонача бри. Я тюнтюнаш. А ихте зулум рикутана халк. Ина касмас аватушир. Хаптин чул цуцар ягалар. Ахпа иланар. Кололар кипер. Ичи хырылачкадла са километр же до ота чуль. Ханис гадарна. Фрара кудна. Химишал кивина. Чидиде барил худа. Ксанхана куйт ктюли тирелда. И чи чунава хазяти хуре пут барака ватер отанал. Хабаракта лемсер урусар. Хабурни чуnkti бечераяр. Чи санар sadasada kümekiz başlamışlar. Ocak tezi abi çilink öler hakti bortikörün çıkız. İnsan hiç geleva çıkartışırım. Patag var hür krizri putkan nitsut kilometre di çala yaravat.
В Жанжерском аильном совете живут аварцы, даргинцы, кушинцы, агульцы, табасаранцы и другие представители дагестанских народов. Люди старшего и среднего возраста прекрасно говорят на родных языках. В этой школе в центре Жанжер учатся представители 19 народов Дагестана. Именно здесь меня, гостю из Азербайджана, ждал приятный сюрприз. Интересная встреча, в которой принимал участие и директор школы Кемпербек Эрмеков. Под руководством организатора Ивана Иванова дети представили нам замечательную программу из песен, стихов и танцев. Особенно приятно было получить от детей подарки, сделанные их руками. Памятник героям, павшим в боях Великой Отечественной войны, воздвигнут в Центральном парке Жанжер. Среди них есть и наши соотечественники. Ведь дагестанцы в 1941 году, несмотря на большую обиду на советскую власть, отправились, как все, защищать Родину. Многие так и не вернулись с фронта, навсегда оставшись на полях сражений. Одним из участников войны был отец даргинца Мусы Магомедова из села имени Карла Маркса. Его рассказ о депортации родных был невероятно трогательным. В 1936 году его отец, 6 его братьев и 2 сестры потеряли родителей. Но даже этот факт не стал препятствием для тех, кто выслал их вместе с другими жителями из родного села. Самый старший из них, 20-летний Магомед, вынужден был заменить им отца и мать. А в 1941 году его вместе с младшим братом отправили на фронт защищать родину. К счастью, вернулись они назад живыми, и семья наконец воссоединилась. В этом поселке мы познакомились с братьями Рустамом и Расулом Османовыми. Их дядя Осман Тарикулевич поделился с нами воспоминаниями далеких лет, которые так дороги ему. Ведь в них хранится история предков, история Родины, которые их заставили когда-то покинуть. Район, село Цинитты, Шохпана вот годоватый бой. Тариверди билена чахатир, ахпо тарикули, ахпо аджермаза и баба, ахпо мислим и новатер ада ахтулар и нама, ахпо Магомед от апатал чеда мне шайсын затер. Двадцатый хутор в основном населяют даргинцы. Здесь, по приглашению Залмы Исмаиловой, я попала в общество прекрасных даргинок. Они рассказали мне, как для них важен вопрос сохранения родного языка. Для каждой даргинской матери это наиважнейший вопрос. Все, что связано с Родиной, они стараются беречь всеми силами. Вот как эти ковры с национальными узорами, привезенные из Дагестана. В этом гостеприимном доме нас угостили вкусным даргинским хинкалом. Без хинкала не пойдет. Сейчас мы вам хинкал поставим. Когда успели вы? Успела уже. У нас, когда гости приходят, без хинкала никак. Никак. Это обязательно. Это обязательно. Любовь к спорту у дагестанцев особая. Многие занимаются единоборствами, отдавая дань традициям. Поэтому в этот спорткомплекс, названный именем Абдулманапа Нурмагомедова, со всех концов Сокулукского района приезжает заниматься молодежь. Спорткомплекс был построен председателем общественного объединения Ассоциации народов Дагестана «Садака» Шамилем Муртазалиевым. Спорткомплекс был построен по инициативе дагестанской диаспоры. Построен он в селе Нижневосточное, в народе, который называется У-20 хутор, где проживают зачастую дагестанцы, для того, чтобы вовлекать молодежь в здоровый образ жизни, а также все ближние села, ребята также посещают спорткомплекс и в этой братской дружной атмосфере растут, тренируются вместе. И все мы знаем, что спорт, он очень сплачивает, и мы надеемся, что в будущем все эти дети будут как родные братья,
И для нашей дагестанской диаспоры это очень важно, чтобы мы жили в мире, в согласии, благополучии с титульной нацией Киргизии. В селе Чолпон проживают лезгины. Здесь бок о бок живут свыше 60 семей, которым дороги традиции их отцов и дедов. На родном языке здесь говорят не только взрослые, но и дети. Услышав о моем приезде, перед мечетью сразу собрались десятки женщин. Тут же завязалась живая беседа. С присущим сельчанам гостеприимством Эрзи Джамалова позвала нас к себе в гости. В ее большом, уютном доме женщины вели разговор о том, как они чтят народные традиции. Тоска по родине вдруг вырвалась наружу с народными песнями, которые запела Шахселям Гереханова. Сейчас мы находимся в селе Нижний Чуйск. Здесь проживают лезгины и агульцы. Этот дом, окруженный белыми березами, принадлежит преуспевающему фермеру агульцу Аллахверди Исаеву. Мой отец из 4 братьев единственный, который выжил. Отец в 1939 году написал добровольное заявление на службу в армии. И только призвался, сразу оказался на финском фронте. И вот когда в 1947 году он женился на маме, приехал с ней сюда, видите, у него на груди орден Ленина. Он за годы работы здесь заслужил награду. Вот эти все земли, которые вы видели, проезжая здесь, Джингиджир, Джингипахта, Нижний Чуйск, это лучшие земли, введенные в оборот дагестанцами. Здесь практически жили все переселенцы. Карачая, дагестанцы, немцы и русские из Павловича, Саратова. Общность людей была такова, что вот такой общности мы, наверное, больше не создадим. Всех дагестанцев, я смело скажу, трудолюбие, вот что спасло. Эти совхозы подняли дагестанца. У меня ком в горле стоял, когда на ВДНХ в 1993 году я увидел, что Киргизстан представляет раздел сельского хозяйства, вот эти 3 совхоза, Джингиджир, Джингипахта и Нижний Чуйск. Отец 11 раз был участником ВДНХ. Это лучшие земли в Чуйской долине. Это Атбашинский канал, в строительстве которого принимали участие и наши соотечественники. Чтобы привести живительную воду реки Чу в эту долину, люди десятков национальностей трудились в самых суровых условиях. Канал длиной почти в 100 километров проходит через заселенные дагестанцами поселки. Начиная с 30-х годов прошлого столетия, при строительстве этого канала погибли по разным данным до 100 тысяч человек. Минимум 10 тысяч из них были дагестанцами. Это настоящее кладбище народов. Тела людей, не вынесших тяжелого труда и голода, предавались земле здесь же, вдоль канала. Мы держим путь в столицу Кыргызстана, Бишкек. Этому зеленому городу особый благородный вид придают белоствольные тополя, стройные березы, величественные дубы и голубые ели, высаженные вдоль проспектов. С возвышенности открывается невероятная панорама города.
жители столицы любят лицезреть с этой высоты красоту любимого города, окруженного горами. В этом доме проживает известный юрист республики, лезгин по национальности Али Касымов. Знакомство с его замечательной семьей у меня состоялось в 2003 году, когда его отец Усман Курбанович отправил мне свои воспоминания о депортации. О том, как их семья, проживавшая ранее в селе Штул Курахского района, оказалась в кыргызских степях, о том, как выживала в те суровые времена, как он стал первым учителем села, затем дал высшее образование своим 2 сыновьям и 6 дочерям, как после выхода на пенсию его избрали имамом мечети. Ушел из жизни Усман Буба в возрасте 101 года. Али Усманович долгие годы был председателем Панфиловского, затем Первомайского районных судов города Бишкек. Его сыновья Мурат и Ислам, а также внук Джавад тоже стали юристами. Услышав о моем приезде, с Жанапахта приезжает и Инфранса Асланова, учитель географии. Они с братом вспоминают родителей, которые пережили депортацию. Такама сяты удас хода бригадир Балкан далас харез дакарикин карагрис колахал. Покама сфибур нянс ходатер са джизви амаз рахасукас. Югду колах. Кенафни канабартер кутадати. Гилерис клигала и қойыл сағырктиш дакодавыз. Хакон земечоны исандри. Мели из колерис ин верибри. Самади кирпичар из верибри колер хамрикадер унван. Ha колер гилена бас. Когда Мурат сел за пианино и квартира наполнилась знакомыми звуками родных мелодий, я подумала о невидимых душевных нитях, которые связывают наш народ, независимо от того, где мы находимся. Позже, чтобы поделиться воспоминаниями, пришел и друг семьи Али Рамазанович Вадянов, лезгин, директор общества «Электросила», который занимается установкой электронного и оптического оборудования. Его предки в 1936 году были высланы из села Хюрюк Ахтынского района. Их было 3 сына у деда. Старший был отец Рамазан, Дауд и Махмуд. 3 их было. Это был, наверное, год 32-й. Ну, наверное, помогло, что деда посадили. Звали его Ашурбек. Пока он оттуда вышел, еще раз посадили, потом, ну, выйдя из тюрьмы, сразу скончался. А тут же, видимо, еще надо было программу выполнить по посадке. Пришли, его нет. А что такое? Кто? Сыновья, кто старше? Рамазан, давай его. И вот его тогда в 36-м первый раз посадили до моего отца. Он старше был. Ну, недолго продержали, где-то год, отпустили. И потом в 38-м еще раз посадили. Потом что-то статью пересмотрели, ну, уже 39-й год был, и он попал в политическую тюрьму в Сибири. И вот в этой тюрьме, ну, там больше 2 лет никто-то и не выдерживал у политических. Ему политическую. Статью 58. Ему 10 лет дали. Без права переписки, поражение всех прав. Оттуда его этапировали в этот самый, отправили потом на поселение. Куда вы думаете? В Токмак. Куда сна? Вот сюда. И вот так поженили на нашей маме, на моей маме. И вот так появились мы. Одна из самых известных школ кавказских танцев в Бишкеке была создана 10 лет назад лезгином, хореографом, архитектором по образованию Ильясом Шабановым. Сюда ходят десятки парней и девушек,
мальчиков и девочек. Ильяс для многих является примером для подражания. Девятый хутор – один из самых больших населенных пунктов, где проживают лезгины, табасаранцы и агульцы. Здесь все, помимо русского языка, прекрасно говорят и по-лезгински. Семьи у них в большинстве своем многодетные. В каждом доме живет большая дружная семья, где все друг другу опора и поддержка. Отовсюду доносится детский смех. Одно удовольствие, проходя по улицам села, то и дело отвечать на улыбчивые приветствия детей. Оказывается, начиная с раннего возраста, их здесь учат здороваться на улице с взрослыми, неважно, знакомые это или просто прохожие. Трудолюбию жителей сел, где проживают дагестанцы, можно только позавидовать. Все они опытные земледельцы и животноводы. Всем жителям сельских местностей республики выделены земельные участки. Сажают здесь в основном пшеницу и рожь, выращивают кукурузу, капусту, перец, свеклу. Многие имеют свою собственную сельхозтехнику. Среди них немало преуспевающих фермеров. Многие из них с высшим образованием. Нередко инженеры, врачи, учителя, не найдя работу по специальности, не унывают, а полностью отдают себя сельскому хозяйству. Раньше многие жили в таких жилищах. Сейчас уже строят добротные дома со всеми удобствами. Некоторые, как память о прошлом, решили оставить старые постройки, напоминающие им о соседях по несчастью, депортированных немцах и русских, с которыми они жили в дружбе и согласии долгие годы. Радует глаз фруктовые сады и палисадники, утопающие в цветах. На самом видном месте, напротив мечети, находится сельское кладбище. Вечное пристанище тех, кого вынудили покинуть родные места в Дагестане. Вместе с ними здесь похоронена их неутолимая тоска по родине. В местных магазинах не продается спиртное. Просто некому продавать, ведь здесь почти нет пьющих. Большинство дагестанцев здесь верующие. ЗАГС здесь носит условный характер, а вот никах при создании семей обязателен. В каждом селе есть мечеть. Обычно на пятничную молитву собираются почти все мужчины села. Асан Гасангусенов родом из села Куказ Курахского района. Он педагог по профессии. После выхода на пенсию служит имамом мечети. Он рассказывает, что за долгие годы обособленной жизни дагестанцам удалось сохранить свой язык, свою идентичность.
Но, к сожалению, в последние годы во многих семьях новое поколение перестало говорить на родном языке. Кстати, побывав у него в гостях, я стала живой свидетельницей того, как он старается, чтобы его внуки не забывали родной лезгинский язык. Имам сетует на то, что современная жизнь начинает вытеснять из обихода некоторые народные обычаи и традиции. Раньше во всех дворах хутора были специальные печи хар для выпечки традиционного лезгинского хлеба. Сейчас же она встречается все реже. А машины хар? Гадать скорно. А их залезло в футерадачка мать. Вушич корна. А цикла хсекшидишный хар? Жеда. Баватек шизан хар. Сигзади, псерни храна мирес сигзади. За цигате сакасти саброза мать уже хран. Хран диам. Зидуставатер. Ахтида Бакуди закончена. Хамбор. А Мирза? Мирза, эх. Хама инис кодала йолды храм фу аван йолды храм фу. Гилаталы ушло бесюндас, харамашул да. Амашвич. За Аллах тват алабда чузи хар хурай. Хурак сафар хурай, берекат хурай. Сарай. Общеобразовательные школы здесь привлекают внимание большим количеством учащихся. Дагестанцев много здесь вижу. Да, здесь у нас вот Мухаммад Салам, Алясхаб, Хаба, Муслим. Многие дети посещают и медресе, где девочки и мальчики занимаются в отдельных классах. Необычайной душевностью мне запомнилась беседа с братьями Эфендиевыми в доме у Зумруддина. Чи буба шейх Штульскитер, Мехмед Эфенди Рамазанов, Вили Дагустан Чидатерма. Чи бубади пут мискиатигин хачихфрер. Хамискияр хаходне совет хукумати, чи буба кабидал кадр фейтер. Бубади цусихти ихтилатардай. Бубади чадакада чеп кот навери аваш вири какудна. Товарный вагон артер, малар хперт худай. Рекэн гизави санар кэна. Хакти зулмархан гишила нишахана. Неда бихем затавачер. Алу харавачер бихем. Чибурни гизав кишмишхан хачвуз. Дахтин эстхафэна. Диденек эна. Бабдик эн саялник эна. И тимил марага хуч гатфариз. Фена ебур и хабур хперхи жеда йолду. Фен векэр котис. Кчар хабур котис. Хабур нез сабязи бургад хак. Кчар нез гад кэнагад. Чинти чурок шарт, ину гизав бурхакэна. Хаи Давиди вахтунани гизав джахилар инатхоны Давидис. Гизав бур кишмишханы Давида. Птхани кадла Иисус чидах фен дахустандис. Хана ва муқабрил вусхана шачи ватандал има чарачкае ша ина ишемишес. Ха вахтуна қса абур бихам абур школерни хачуна фулни аваза дахтис қсам малар хперни аваза вири масаган фен дахустандис. Ава пла вири харжны тхона гөрер қахар чеме вири кутяхана им хизанчы хиттер хуй зехмет хана қудис ханана инс хтан мад. Чидахтис хана цуса дая. Вот гадание рубудруш. Дахти вирибриз высшее образование гана гадарис. А чи дидери мелуну гмар хладатер. Вот тут дешевле когда манер яс гмар хлада. Сак вчера кайт пуд харжида. Да, не как это фучераз вичин карасан самар не хочу когда чиквалис чиквале храк фучерда. Эхвачили харжида вери кочда чухизан. Дахтя хада хадисар. Дочь семейства, красавица Камилла, студентка медицинского колледжа, приехала из Бишкека угостить нас приготовленными ею специально для этой встречи лезгинскими афараш. А ее мама Байрам Кыз угостила нас лезгинским хинкалом. Так, давайте вот это...
Без поддержки большой дружной семьи Ризахановых моя поездка в Кыргызстан не стала бы такой душевной, такой интересной, а может и не состоялась бы вовсе. Зумрият приютила меня в своем доме в 9-м хуторе. Она вместе со своим сыном Ахмедом создала все условия для моей работы. Эти 7 дней были незабываемыми. Четверо сыновей Ахмеда души не чаят в своей бабушке, а для снохи Барфины Зумрият как родная мать. Судьба лезгинки Зумрият оказалась не менее тяжелой, чем судьба ее предков. Ее жизнь – это ежедневные подвиги. Мать 3 здоровых детей после рождения своих сиамских близняшек Зиты и Гиты всю себя посвятила им. Она сделала все возможное и невозможное, чтобы состоялась операция по разделению сестер. Когда девочкам исполнилось 11 лет, мир вздрогнул от новости, что российские врачи благополучно сделали то, на что врачи других стран не решались. Затем было несколько операций по реабилитации 2 детей-инвалидов. Вот так, вся жизнь в больницах. Но Зумрият удалось поставить на ноги и Зиту, и Гиту, дать им образование, научить их жить самостоятельно, передвигаться без помощи, хоть и на костылях. В 2015 году семья потеряла одну из сестер, Зиту, а в прошлом году и главу семейства Рашида, который на протяжении всех этих лет был надежной опорой для Зумрият и детей. Мать продолжает бороться за жизнь Гиты, которую ждет еще не одна операция. Невозможно не восхищаться силой воли этой самоотверженной женщины с огромным сердцем, которая создала Центр для детей-инвалидов имени Зиты и Гиты и делает столько всего для блага других детей с ограниченными физическими возможностями. Недавно по инициативе общественного объединения Ассоциации народов Дагестана «Садака» была издана книга памяти жертв политических репрессий. Туда включены данные всех репрессированных из 20 районов Дагестана в Кыргызстан. А это говорит о том, что география репрессий была обширной. Поэтому мы не имеем права забывать прошлое. Историю нельзя замалчивать, о ней надо говорить во всеуслышание. Включать материалы о ее черных страницах в учебники. Прощаясь с милыми, ставшими уже родными мне людьми, я вспоминаю трогательные стихи кыргызского поэта Сухурбека Джумалыева, посвященные памяти депортированных дагестанцев. Помню, с какой дрожью в голосе он их читал, что лучше всяких слов говорило о том, что боль дагестанцев не чужда кыргызскому народу. 2 родины есть сейчас у меня. Одна, где мать меня родила, где горные реки, леса и луга. Она в моем сердце, отчизна моя. 2 родина меня приняла, вскормила, взрастила, жизнь надала. Она для меня бесценна всегда. Братьев подносов, родная земля. Здесь родились мои дети и внуки. Здесь со мной рядом внуки детей. Лишь об одном прошу я у Бога, чтоб не коснулась их судьба моя. И пускай, вспоминая я прошлое с болью, будая жизнь добротой и любовью, самое важное я знаю всегда. Я живу, пока память жива. Покидаю я Кыргызстан с добрыми воспоминаниями о своих земляках, прекрасных, гостеприимных и мужественных дагестанцах разных национальностей, которые, несмотря на тяготы судьбы, выстояли. Более того, сохранили свою идентичность, не забыли родной язык, традиции и обычаи, полюбили страну, которая раскрыла им свои объятия. Кыргызстан стал домом для них, а они – благодарными детьми своей новой родины.